Миссия ООН по наблюдению в Грузии была учреждена 24 августа 1993 года. Это решение основано на резолюции 858 Совета безопасности ООН. Она была принята для проверки выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, заключенного между руководством Абхазии и Грузии. Первоначальный мандат миссии утратил свою силу в связи с возобновлением боевых действий в Абхазии в сентябре 1993-го. Тогда Совет безопасности предоставил миссии временный мандат. После подписания в мае 1994-го абхазской и грузинской сторонами соглашения о прекращении огня и разъединении сил, действие мандата было возобновлено. А 15 июня 2009 года в полночь деятельность миссии была прекращена из-за разногласий членов Совета безопасности по вопросу о продлении мандата миссии. За этими сухими официальными строками более чем 30-летней давности большая история политического урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений в результате войны 1992-1993 годов. История, полная интриг и дипломатических баталий, когда настоящая борьба разворачивалась из-за запятой, перестановка которой меняла смысл на противоположный. Сейчас, вы знаете, немного детали стали пропадать этого процесса. И, на мой взгляд, недостаточно освещается эта тема. Но на самом деле за каждой буквой, за каждой запятой стояла очень серьезная борьба. Несомненно, на то, как шел процесс урегулирования, на это влиял и международный контекст, геополитический контекст. В истории переговоров много разработанных документов, готовых к подписанию, но так и не состоявшихся. И, конечно, основополагающих соглашений, благодаря которым добились прекращения огня и разъединения сторон. Но обо всем по порядку. В начале 1992 года в результате госпереворота президент Грузии Зviad Gamsakhurdия был отстранен от власти. Активные руководители вооруженного мятежа Джаба Иосилиани и Тенгиз Китавани пригласили в страну Эдуарда Шеварднадзе, который вернулся в марте 1992 года в страну и возглавил Госсовет Грузии. Сторонники Гамсахурдия долгое время на родине своего лидера в Мигрелии устраивали диверсии в знак протеста. Так, в первой декаде августа они похитили более 12 представителей власти, а уже 14 августа подразделения грузинской армии под командованием министра обороны Тенгиза Китавани вторглись на территорию Республики Абхазия. Официальный повод для ввода войск – освобождение заложников, захваченных звиадистами, и необходимость охраны от них же железной дороги, единственного маршрута транспортировки грузов из России в Армению. По убеждению абхазских экспертов и историков, настоящая причина начала войны заключалась в том, что в результате распада СССР Абхазия заявила о готовности решать вопрос дальнейших взаимоотношений с Грузией на основе новых государственно-правовых отношений. Причем Абхазия предлагала пойти путем переговоров. Складывалась такая ситуация: Советский Союз шел к концу своего существования. Руководство Грузии приняло ряд документов, в соответствии с которыми они вышли из состава СССР, отменили все законодательные акты, которые связывали их с Российской Федерацией, в том числе и с Абхазией. В интервью американскому ученому, профессору этнологии и конфликтологии Поле Гарб, президент Абхазии Владислав Ардзинва рассказал о том, как Грузия в 90-е приняла решение о выходе из состава СССР и упразднила свою конституцию, которая связывала Абхазию и Грузию. Естественно, в этой связи, когда возникла угроза вообще существованию самой Абхазии, нашей государственности, мы приняли тоже решение перейти к своей конституции 1925 года. Эта конституция, представляете, это конституция, которая была принята в условиях существования СССР, в 5 статье которой говорится, что СССР Абхазия является суверенным государством и имеет право выйти как из состава так сказать, Закавказской Федерации, так и из состава Союза СССР. То есть и предложили Грузии начать наши отношения с новой строки, заключить новый договор между нами. С одной стороны, это покажется положительным явлением для Абхазии. Вроде Абхазия как бы вышла из состава Грузии, не принимая никаких мер. Сами грузины, так сказать, к этому подвели. Но в Грузии это дело
рассматривали по-другому. Просто отменили все, что связано с созданием автономной республики в составе Грузии, а территорию, так сказать, они оставили за собой. Так что, соблюдая территориальную целостность, лишили народ всех прав, всех абсолютно. То есть мы становились каким-то районом в составе Грузии, который даже наименования просто не имел. Вместо того, чтобы обсудить проблему договора, возможных взаимоотношений, грузинская сторона, получив по Ташкентскому соглашению более 300 единиц бронетехники, огромное количество артиллерии и так далее, совершила агрессию против Абхазии. Госсекретарь Бейкер открыто заявил, что в период с 1991 по 1994 год политика России шла в фарватере американской внешней политики. Было 24 июня 1992 года, когда было решено, по сути дела, начать операцию в Абхазии, и Ельцин развязал руки Шеварднадзе. Они подписали коммюнике по Абхазии. Прямо говорилось о том, что они будут вести совместную борьбу с незаконными вооруженными формированиями на своей территории и будут оказывать всемирную помощь друг другу. Сразу после Дагомысского соглашения в Сочи по Абхазии Ельцин и Шеварднадзе вылетели в Стамбул. Плюс ко всему, они оба встретились еще с Демирелем, премьером Турции, и Кравчуком, президентом Украины. И, по сути дела, вот в этом кругу, плюс, конечно, Соединенные Штаты, был обговорен вопрос о начале операции в Абхазии. 14 августа 1992 на повестке сессии Верховного Совета Абхазии стоял вопрос об установлении федеративных отношений между республиками, однако сессия была сорвана из-за вторжения грузинских войск. Агрессия вооруженных сил Госсовета сняли демократическую маску с нынешних лидеров Грузии и показали истинные намерения по отношению к Абхазии. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе позднее утверждал, абхазские власти готовились к войне и использовали эту операцию по охране железной дороги в качестве повода для ее начала. Далее цитата. «Сепаратизм не желает переговоров, отвергает методы рациональной политики, называя агрессией и оккупацией перемещения войсковых подразделений в пределах нашей собственной территории». Конец цитаты. Об этом он говорил в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН. По воспоминаниям Сократа Джинджулия, который в 1992-м стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, с первых дней войны Владислав Ардзинба обращался к мировому сообществу, президентам многих стран, для того, чтобы остановить агрессию. Но все усилия оказались тщетны. Первая попытка урегулировать отношения между республиками была предпринята в сентябре 1992 года в Москве на встрече президентов России и Грузии в присутствии председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. Это Владислав Григорьевич превратил это в переговоры своими спорами, своими, так сказать, попытками вывести какой-то документ, провести к какому-то нормальному делу. Но это было невозможно, потому что заранее все было решено, и фактически принят был такой документ, в соответствии с которым сохранялась территориальная целостность Грузии, с этим должны были все согласиться. 3 сентября 1992 года было подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Документ предусматривал прекращение огня, которое должно было вступить в силу с 5 сентября. В соглашении было положение о передислокации войск из зоны конфликта, после которой вооруженные силы Грузии не должны превышать согласованного уровня. По документу намечалось и возвращение беженцев. Далее цитата.
Несмотря на принятие некоторых поправок, предложенных абхазской стороной, в общем документ отражает грузинскую позицию. В частности, в первой статье декларируется принцип территориальной целостности Грузии, что, по сути, перечеркивает попытки Абхазии добиться желанной федерации. Кроме того, Национальная гвардия Грузии остается в автономии, и единственное, что теперь ограничивает ее действия, так это расплывчатое положение о недопустимости превышения войсками Грузии согласованного уровня полномочий. Конец цитаты. Об этом писал российский «Коммерсант». Наступил какой-то перелом, и действительно делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. И она пошла на подписание. Но я должен сказать, что прежде всего, что тоже подписал этот документ, подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, греков, произведены огромные разрушения на территории республики. Это колоссальный ущерб. И мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен. В силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть под всем этим документом. Мы не допустим, что все, что было сказано, осталось только на словах. Мы будем драться за то, что воцарится мир, наши трудные регионы. Я прямо сказал, если нам не удастся реализоваться достигнутых договоренностей, Кавказ превратится в второй диван. Вот такая угроза реально существует. Мы это осознаем, всю ответственность перед нашим народом, перед миром. Мне кажется, что сегодня сделан очень важный, решительный шаг в интересах восстановления. Это соглашение, его нужно смотреть, во-первых, в историческом контексте рассматривать, потому что, прочитав и это соглашение, и стенограмму этого заседания, которое предшествовало подписанию соглашения, мы сможем понять, в каком сложном положении находилась тогда Абхазия. Вот. И соглашение в полной мере это отражает. Ну, что хочется сказать, там, прежде всего, что в этом соглашении содержится фраза о гарантиях территориальной целостности Грузии, например. Абхазия не выступает в качестве стороны в конфликте. Она поставила подпись под графой «Согласились». Позже депутат парламента Абхазии, ученый Юрий Воронов, оценивая результаты московской встречи, на которой он присутствовал в качестве члена абхазской делегации, в интервью газете «Литературная Россия» в частности отметил: разговор для абхазской делегации был трудным, а порой и унизительным. Из него были исключены всякие оценки и анализ происшедшего. В ход шли и грубое давление, и уговоры. Руководствуясь главным – остановить кровопролитие, Владислав Ардзинба поставил свою подпись под итоговым документом. Сделан первый шаг. Там сказано о том, что необходимо прекратить огонь, прекратить передвижение передислокации, одним словом, прекратить кровопролитие. Мы выступали за радикальное решение проблемы, вывод войск и решение всех вопросов взаимоотношений Абхазии и Грузии путем переговоров. Главный, конечно, вопрос состоит в том, что здесь путем силы решается проблема взаимоотношений Абхазии и Грузии.
Тем временем ни один пункт Московского соглашения, которое было в пользу Грузии, ею же выполнен не был. Военные действия на территории Абхазии продолжились. 6 октября абхазские ополченцы вышли на границу с Россией. Блокада Абхазии с запада была прорвана. В одном из интервью Абаза ТВ правовед, личный представитель Владислава Ардзинба на переговорах с Грузией Андрей Джиргения напомнил, что любая война заканчивается за столом переговоров. Джиргения признался, что когда абхазская сторона только начинала переговоры, она не представляла всей сложности этого процесса. Мне казалось, что вот я законы почитаю, историю почитаю, документ создам, приду как на экзамен, учитель меня послушает, скажет: молодец, 5, иди домой. А все это не так. Все это не так было. Были симпатии, антипатии, была политическая воля. Вот. И он вот всегда, Владислав, говорил: не торопись. Не торопись, это все, от тебя могут и улыбаться, и все, что хочешь. Вот. Есть политическая воля, будешь ты 100% прав, тебя не будут поддерживать. Война в Абхазии продолжалась. Авторитет Эдуарда Шеварднадзе на Западе в тот период был довольно высок. Он приобрел его, будучи на посту министра иностранных дел СССР. Он использовал свои связи для того, чтобы вовлечь как можно больше организаций международных и различных государств для того, чтобы разрешить конфликт в выгодном Грузии отношении. В ноябре 1992 года в столице Грузии Тбилиси было открыто отделение Организации Объединенных Наций. Одна из целей организации – оказание содействия в усилиях Генсека по установлению мира. В конце декабря 1992 правительство Грузии объявило в Сухуми чрезвычайное положение. В докладе Генсека ООН о положении в Абхазии от 28 января 1993 года отмечалось, что интенсивность военных действий между абхазской и грузинской силами оставалась на высоком уровне. Стороны по-прежнему обвиняли друг друга в серьезных нарушениях прав человека в Абхазии. Они обратились с просьбой о направлении Международной комиссии для расследования обвинений. В разделе «Замечания» доклада Генсека отмечалось, что продолжающиеся боевые действия создают серьезную угрозу сохранению международного мира и безопасности во всем Кавказском регионе и за его пределами. Московское соглашение от 3 сентября по-прежнему является наилучшей основой для возобновления мирного процесса, подчеркивалось в документе. Российская сторона предпринимала попытки продолжить переговорный процесс. Так, в апреле 1993-го в Сочи состоялись российско-грузинские консультации. Я должен сказать, что мнения не всегда совпадали, но мы конструктивно старались идти к обоюдному согласию. В течение сегодняшней ночи российской стороной был отработан еще один документ, который называется «Протокол переговоров правительственной делегации Российской Федерации Республика Грузия», который мы передали на рассмотрение грузинской стороны. Первый вопрос – это полный вывод с территории лаборатории Эшера, военной части, которые там находятся. Второй вопрос – юридический статус той военной части, которая находится в Будаутах, в районе аэропорта Бамбора. И третий вопрос, мы считаем это очень важным вопросом, что с южной стороны границу российско-грузинскую должны защищать подразделения грузинских пограничных войск. По словам Бориса Пастухова, заместителя министра иностранных дел России, переговоры были непростыми и изнурительными. Главным их итогом стало согласие грузинской стороны на полное прекращение огня и возобновление деятельности трехсторонней комиссии по контролю и инспекции в Абхазии. Владислав Ардзинба, комментируя встречу, заявил: ключом к прекращению войны в Абхазии является безусловный вывод всех войск Грузии с территории Республики Абхазия. В мае 1993-го в Майкопе состоялись российско-абхазские консультации по урегулированию войны в Абхазии. Участники консультаций высказались за ускорение подготовки новой встречи на высоком уровне по проблемам мирного урегулирования в Абхазии. Выполняя посредническую роль, диалог со сторонами в конфликте. Думаю, что и эта встреча готовит нас к тому, чтобы сделать исключительно важный шаг. Провести трехстороннюю встречу
Сначала, может быть, на уровне экспертов, для того, чтобы тогда, когда у нас возникнет серьезный, солидный проект документа, предложить его на рассмотрение главам государств в формате московской встречи, которая проходила 3 сентября 1992 года. 14 мая в Москве состоялась встреча Эдуарда Шеварднадзе с Борисом Ельциным. По ее итогам, без участия абхазской стороны было подписано соглашение о прекращении с 20 мая огня в Абхазии. Оно осталось, по сути, на бумаге. 8 июня после переговоров в Тбилиси в Гудауту прибыла российская делегация во главе с Андреем Козыревым, министром иностранных дел России. Россия больше не может мириться с продолжением огня, и мы будем жестко настаивать на восстановлении прекращения огня и создании механизма его гарантированного невозобновления. Надо использовать все влияние, насколько я понимаю, для решения вопроса о полном выводе войск с территории Абхазии и прекращении войны. Потому что прекращение огня всякий раз используется для наращивания силы. Сегодня, 27 июля 1993 года, в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. Трехсторонний документ в Сочи подписали премьер-министр Абхазии Сократ Джинджолия, председатель парламента Грузии Вахтанг Гагуадзе и министр иностранных дел России Андрей Козырев. Документ предусматривал вывод грузинских войск, для контроля за этим процессом намечался ввод международных наблюдателей и миротворцев, а также переговоры под эгидой ООН о полномасштабном урегулировании конфликта. Важно понимать, что к этому моменту абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу в результате июльской наступательной операции. Она стала практически судьбоносной. Мы в парламенте рассматривали проект этого соглашения. Уже не все были согласны с тем, чтобы подписать это соглашение, поскольку Абхазия приближалась к освобождению своей территории, бои шли уже ближе к Сухуму. И, конечно, в такой ситуации возникает вопрос, зачем это нужно. Грузии это нужно было для того, чтобы сохранить свою территориальную целостность каким-то образом. Россия способствовала тому, чтобы Грузия сохранила территориальную целостность. Она была полностью, это Ельцинская Россия, мы помним хорошо, помним министра иностранных дел Козырева, помним их позицию, помним их отношение к Абхазии и Грузии. Грузия для них, как по выражению Козырева, была форпостом, значит, демократии, форпостом, так сказать, защитником, так сказать, от проникновения всяких элементов, значит, исламистских и прочее на Северный Кавказ. В общем, на нее рассчитывали. И надо было сохранить, так сказать, целостности и Абхазию вернуть в состав, так сказать. И вот этот момент был такой последний момент для сохранения территориальной целостности Грузии фактически. Владислав Григорьевич рассчитывал на то, что прекращение огня – это прекращение убийства людей. Это, значит, возможность как-то сосредоточиться, возможность каким-то образом привести в порядок. Ну, в общем, мы рассчитывали на то, что на этом не заканчивается все. Мы вынудили грузин считаться с нами. Мы своей задачи добились. Мы вынудили грузин разговаривать с нами на равных. На равных мы готовы с ними разговаривать. Благодаря вот этому соглашению мы процентов на 50 снизили боеспособность грузинских формирований. Таким образом, абхазская сторона добилась существенного прогресса в военной, политической и, соответственно, дипломатической сферах по сравнению с периодом подписания Московского соглашения от 3 сентября 1992 года, отмечает Астамур Тания.
В этом соглашении Абхазия выступает в качестве стороны в конфликте. И там говорится, содержится положение о гарантиях государственности Абхазии. Вот эти два документа, которые относятся к начальному и завершающему этапу войны, вот они показывают, какой гигантский прогресс проделал наш народ. Это результат, конечно, и героической борьбы, военных успехов, дипломатических успехов. По результатам Сочинского соглашения 24 августа 1993 года Совет Безопасности в резолюции 858 постановил учредить миссию Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии в составе до 88 военных наблюдателей и гражданского персонала минимальной численности в целях проверки соглашения о прекращении огня. Эта резолюция постановила, что МООНГ учреждается на период в 6 месяцев. При этом оговаривалось условие, что миссия может быть продлена в случае достижения существенного прогресса на пути к осуществлению мира. Резолюция также предложила Генсеку через специального посланника осуществлять усилия по содействию мирному процессу и переговорам и вести к достижению всеобъемлющего политического урегулирования. Одними из пунктов соглашения о прекращении огня в Абхазии от 1993 года были вывод конфликтующих сторон из зоны боевых действий в течение 15 дней, создание российско-грузино-абхазской контрольной группы для наблюдения за прекращением огня. Согласно договоренностям, на 14 августа, день начала войны, был намечен полный вывод подразделений грузинской армии из Абхазии. Мы можем сегодня констатировать один факт, и факт довольно важный для нас в этой работе, о том, что и той, и другой стороной работа ведется работа очень активная. Можем констатировать однозначно одно, то, что с абхазской стороны полностью выполнен график. Значит, то, что касается грузинской стороны, здесь мы не можем сказать о том, что выполняются те условия, которые были предусмотрены. 24 августа 1993 года на встрече с президентом России Борисом Ельциным Владислав Ардзинба заострил внимание на игнорировании грузинской стороной сочинских договоренностей. Главной темой беседы было выполнение соглашения, которое было подписано в городе Сочи. Абхазская сторона неукоснительно следует условиям этого соглашения. К большому сожалению, грузинская сторона фактически сорвала выполнение этого соглашения, но мы надеемся, что благодаря посреднической роли России, которая является в то же время гарантом этого соглашения, условия этого соглашения будут выполнены. В течение сентября 1993-го председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба писал письма на имя президента России, Генсека ООН о многочисленных нарушениях грузинской стороной условий соглашения, подписанного в Сочи. Стало понятно, что она и впредь не собирается его выполнять. После соответствующего обращения Верховного Совета Абхазии от 11 сентября к Объединенной комиссии по урегулированию абхазская сторона сняла с себя ответственность за возобновление боевых действий. 16 сентября 1993-го вооруженные силы Абхазии перешли в наступление. Есть заявление, малоизвестное заявление Верховного Совета о том, что мы готовы сегодня остановиться, если Грузия готова с нами говорить. Боевые действия еще не были завершены, а главнокомандующий, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба уже предпринимал шаги на политическом поле. В те дни российские политики совместно с международными структурами пытались остановить стремительное наступление абхазских войск. И чтобы смягчить ситуацию, связанную с сентябрьским наступлением, Владислав Ардзинба выступил с инициативой и направил телеграмму в Женеву со следующим текстом. С целью создания благоприятных условий для проведения первого раунда переговоров в Женеве по мирному урегулированию в Абхазии предлагаем с 12 часов 30 сентября 1993 года прекратить ведение огня на всей территории Абхазии. В период сентябрьской операции в столице Абхазии работал руководитель миссии военных наблюдателей ООН, бригадный генерал Джон Видигор. И жил, кстати говоря, вот в районе санатория ПВО и МВО. Он говорит, что уже когда шло наступление полным ходом, вот,
фактически вопрос Сухума уже был решен. И большая делегация грузинских чиновников, правительственных, в том числе Шартава, другие, они пришли туда, где санаторий, с биноклями и смотрели вглубь моря. А он был удивлен. А что вы делаете? Ну как что? Сейчас должна помощь прийти. Военные, уже они высадились, союзные, как он говорил, войска, вот там, в Гаграх, в Пицунде, идет наступление. Сейчас все у абхазцев захлебнется, типа того. А он говорит, у вас неверная информация. Ну, они отмахнули, ну, ты ничего не знаешь, они ему говорят. Но потом уже стало понятно, почему. К этому времени Шеварднадзе уже исчез. Он фактически их подставил, сказал, вы там держите оборону и все такое прочее. Но это, конечно, меня потрясло, и очень потрясло генерала Хвидигарда. Вот этот рассказ, что вот были такие ожидания. Необходимо отметить, что в результате возобновления боевых действий в Абхазии в сентябре 1993 года первоначальный мандат МООНГ утратил свою силу. Мне звонил специальный посланник генерального секретаря Бутрус Гали. Это был швейцарский дипломат, посол Швейцарии во Франции Эдуард Брунер. Сказал, что будет возглавлять делегацию ООН на переговорах, которые планируются. Повестка дня была прекращение огня, разделение сил и так далее и тому подобное. И поэтому желал бы, чтобы я приехал в Париж для консультаций. Я был назначен тогда уже представлять Абхазию. И мы выехали с нашими ребятами, с диаспоры. У меня еще не было визы во Францию, тогда еще не было Шенгена, и нужно было виза, все это. У меня только голландская виза была, я в Голландии там находился. И нас остановили пограничники на границе, потому что у меня не было визы. И не пустили нас. Мы попытались по другой дороге подъехать, и опять нас остановили. По третьей дороге, там совсем какой-то околочный, и там нас остановили, сказали, что в следующий раз мы вас просто арестуем, если вы еще раз попытаетесь. Вот. И мы поняли, что ситуация сложная, и я позвонил Брунеру, сказал, что такая ситуация, не может ли он срочно выдать нам визу. Сказал, вы знаете, по моим данным, скоро абхазские войска будут на Ингуре. Это означает, что совсем другой формат должен быть, совсем другая повестка дня. И он довольно рассмеялся. Мы всегда были за переговоры, но после войны переговоры под эгидой ООН это, собственно, инициировал Шеварднадзе. По мнению Сократа Джинджолия, грузинский лидер надеялся, что произойдет быстрый слом сопротивления абхазов за столом переговоров. Это был первый конфликт на постсоветском пространстве, который рассматривался на таком высоком международном уровне под эгидой ООН при посредничестве России и наблюдателей от США, Германии, Франции и Великобритании. Вовлечение этой международной компоненты, во-первых, повысило международное внимание к нашему конфликту. Действительно, он рассматривался из всех постсоветских конфликтов на самом высоком уровне. Например, ежегодно принималось 4 доклада Генсека ООН, которые делались на основе информации, которую предоставлял спецпредставитель. Принимались 2 резолюции Совета Безопасности и 2 заявления председателя Совета Безопасности. Вот после рассмотрения этих докладов. То есть это был самый высокий уровень урегулирования конфликта. Помимо этого участвовала ОБСЕ. К высоким переговорам надо было основательно готовиться, но вначале были консультации, вспоминает Сократ Джинджолия. Октябрь-ноябрь 1993 года фактически я провел в МИДе России ежедневные консультации. Там занимался этим вопросом Пастухов Борис Николаевич, заместитель министра иностранных дел, и как представитель президента России на этих переговорах. Какие условия ставились для начала переговоров? Во-первых, признание территориальной целостности Грузии. Потом признание вины своей в нарушении Сочинского соглашения о прекращении огня. Вот. Третье условие ставилось – это до начала переговоров начать возвращение беженцев. Называли город Гагра и Гал. Надо сказать, что в это время на нас были санкции наложены за то, что мы виновны в развязывании войны после прекращения огня. И к нам не поступали продукты из России, нам не поступали строительные материалы, страна развалена после войны. Свет отключили
Мы же свет из Ингуры не могли получать, линии были все разрушены, и свет поступал из России электрический, они его, так сказать, в качестве наказания отключили. Ну, если вернуться в те времена, это, конечно, шуткое время было. И вот они ставили условия. Пастухов прямо говорил, помню, вот будут у вас подвижки в каких-то этих вопросах, вот вы решите там, что территориальная целостность должна быть, мы вам вот, значит, откроем что-то. Вы согласитесь с тем-то, тогда экономическая помощь будет и прочее. Вот такие условия ставили, на грани шантажа все было. В отношении территориальной целостности Грузии мы договорились таким образом. Все-таки удалось нам отстоять, что о территориальной целостности Грузии мы будем говорить по окончанию переговоров. К тому времени миссия ООН по наблюдению в Грузии в резолюции 881 Совета Безопасности от 4 ноября 1993 года получила временный мандат на поддержание контактов с обеими сторонами в конфликте и с военными контингентами России. Главной особенностью переговоров ноября-декабря 1993 года в Женеве, вспоминает Вячеслав Чирикба, стало обсуждение поствоенного урегулирования конфликта на взаимоприемлемых условиях. Обсуждали роли ООН и России в этом процессе, вопрос беженцев. Позиция абхазской стороны заключалась в том, что она победила в войне, и потому Грузия не может ничего требовать от республики. По просьбе Эдуарда Брунера члены абхазской делегации прибыли в Женеву 29 ноября для проведения неформальных консультаций перед началом переговоров. Интерес был в Женеве очень большой. Собралось очень много журналистов. Зал был битком набит, на полу, как это журналисты любят делать, на полу лежали. Вот. И вот первый раз, вот как представитель Абхазии, я там выступал, вот говорил о Владиславе, там очень много вопросов, отпускать не хотели. Большой был интерес. Ну, потом вот с Брунером мы встречались, все. В составе грузинской делегации приехали так называемые члены правительства Абхазии в изгнании. Свое несогласие по этому поводу сразу же выразила абхазская сторона. В консультации присутствовал еще спецпредставитель Бориса Ельцина, президента России, Борис Николаевич Пастухов, опытнейший дипломат, замминистра иностранных дел России. И вот втроем, вот вместе вот мы все нашли консенсус, что при начале переговоров глава приглашающей стороны, Эдуард Брунер, скажет, что присутствуют только две стороны, грузинская и абхазская, а все другие образования нас не будут. Нас это устроило, поскольку они могут кого угодно включать в делегацию свою, но это не отдельная делегация правительства в изгнании. Вот это был компромисс. Переводчиком у нас был с английского вот, во время переговоров, не переговоров, а встречи с Брунером неформальных, племянник писателя Владимира Набокова. Когда мы приехали вот в первый день, представителем от Женевского МИДа был молодой дипломат, знающий русский язык, и сказал, что хорошо знает Абхазию, потому что читал Фазиля Искандера. Вот так тоже было очень приятно, потому что нас знают уже заранее по работам наших замечательных писателей. После вот этой встречи, да, я уже вот понял, что мы хотим, как это надо оформлять, все, я приехал, и вот тогда вот Владислав, он, можно сказать, вот такие серьезные встречи, да, перед такими серьезными встречами он обязательно меня инструктировал. Умный человек был, и из моего рассказа, вот о тех встречах, о тех разговорах, которые у меня в Женеве были, он уже понял, что надо делать, как ориентироваться, какие документы составлять и как себя вести. Было проведено несколько встреч или раундов переговоров в Женеве и в Нью-Йорке до подписания в 1994 году в Москве, пожалуй, главных документов. В апреле это заявление о мерах по политическому урегулированию, четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц и в мае месяце соглашение о прекращении огня и разъединении сторон. Одним из важных шагов на пути подписания московских документов стал принятый 1 декабря 1993 меморандум о взаимопонимании между сторонами. По словам Вячеслава Чирикба, это полноценный международный документ, подписанный абхазской, грузинской, российской сторонами, а также представителями ООН и ОБСЕ. Это подчеркнул и Сократ Дженджолия. Это не возобновление боевых действий, воздерживаться от угроз. И речь шла там и о беженцах, об этом нельзя было не говорить. Речь шла о том, что настояли на том, чтобы был включен пункт о
миротворцах, будущих миротворцах. До того, как политическое урегулирование будет достигнуто между сторонами, на линии разграничения должны стоять миротворцы. С этим были согласны все, грузины тоже согласились. Мы говорили о российских войсках, речь шла об ООНовских, миротворческому процессу в Абхазии, стороны подходили по-разному. Мы рассчитывали на операцию по сохранению мира, а грузинская сторона и поддерживающие их страны стояли за то, чтобы миротворцы, так сказать, еще и занимались бы беженцами. Шеварднадзе настаивал на том, чтобы миротворцы были расположены от Ингура до Псоу. Иначе он говорил, что расположение войск миротворцев на Ингуре это означает разделение Грузии. Мы не могли допустить, чтобы Абхазия была вся полностью зоной конфликта, и там, так сказать, хозяйничали бы другие люди. Конечно, с этим мы не могли согласиться, и в конце концов операция была проведена в том виде, в каком, так сказать, мыслилось. Вот тогда уже Владислав понимал, что рано или поздно вот эта линия превратится в государственную границу. И он говорил, и мы вот как-то с ним обсуждали, он сказал, что вот наша задача, да, превратить вот этих миротворцев в российских пограничников. То есть, понимаешь, вот я не знаю, то ли грузины недооценили этого, то ли еще, это для них большая ошибка была. Они, вот еще одна ошибка, да, в общем, у них тоже же были свои контакты. Вот. И Крачев им сказал, на плечах миротворцев мы беженцев заведем в Абхазию. В письме Генсека ООН от 16 декабря 1993 на имя председателя Совета Безопасности сообщается, что подписанный сторонами меморандум о понимании свидетельствует об обнадеживающем прогрессе в направлении установления в регионе прочного мира. Второй и третий раунд женевских переговоров состоялся в январе и феврале 1994 года. 13 января представители абхазской и грузинской сторон подписали коммюнике, в котором отмечалось, что положения меморандума о понимании в основном выполняются. Об этом, в частности, говорится в докладе Генсека ООН за этот период. В коммюнике обе стороны признали, что главной целью является всеобъемлющее политическое урегулирование конфликта. Немецкий проект, и он так и назывался, Абхазский автономный район в составе Республики Грузия. То есть Абхазия была автономной республикой, а тут автономный район. Значит. Над ним работали профессора, известные люди. И вот привезли на третий раунд, или какой-то, не помню сейчас, привезли в Женеву этот. И они, Бруннер распространил в качестве, значит, официального. И дал нам время ознакомиться. Я прочитал, в ужас пришел. И там, значит, написано, что за Абхазией сохраняется возможность издания газеты, радио на абхазском языке, там еще что-то. До автономии вообще далеко, так сказать, никакой автономии. Вот мы ознакомились с этим, значит, грузины тоже ознакомились, но они знали, видимо, заранее. И вот, когда заседание началось, Бруннер спрашивает у меня, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому документу? Вы готовы его рассматривать? Я сказал, я не буду говорить о нашей оценке этого документа, я хочу выслушать грузинскую сторону. Что они скажут? Йоселяне был, он промолчал, вообще ничего не сказал. На этом все закончилось. Как можно было? Даже грузины не могли обсуждать этот документ, потому что они понимали абсурдность этого. От истории Абхазии они были далеки, не знали ничего, многие из них. И когда мы пытались им что-то рассказывать, ответ был такой: историю мы уважаем, но будем исходить из реальности. До подписания московских документов в 1994 году в Женеву и в Нью-Йорк приезжал и глава Абхазии Владислав Ардзинба для участия в соответствующих консультациях. С ним встретился председатель политического отдела ООН Марак Голдинг, заместитель Генсека ООН по политическим вопросам. Вот. И затем была поездка в Нью-Йорк, и была встреча Владислава Ардзинба, главы Абхазии, со всеми членами Совета Безопасности. Дело в том, что там вот есть такая специальная, называется формула Ария, по которой даже не члены ООН
могут участвовать в консультациях, да, для таких специальных случаев. И поскольку предполагалось подписание соглашения такого важного, да, пригласили Владислава не только там грузинскую делегацию, но и главу Абхазии пригласили, и Владислав Арзенба по формуле АРИА практически встречался со всеми членами Совета Безопасности ООН и излагал абхазскую позицию. Это, мне кажется, тоже очень важный факт, говорит о том, что Абхазия была признана как страна в конфликте тогда, и тоже сейчас грузины отрицают полностью. Приехал Владислав Григорьевич, была там пресс-конференция. Вообще потрясающая была пресс-конференция, конечно. Никогда я не помню, чтобы столько было представителей вообще разных стран, политики, журналисты. Он там просто блестяще отвечал на вопросы. Понимаете, мнения же были совсем вот как бы другие. Ну вот, что грузины более культурные, там на высоком уровне, все это. А абхазцы, ну, как-то не знали толком. Вот. А потом в ходе, допустим, этих переговоров, так как с грузинской стороны делегации возглавлял Джаба Иосилиани, он обычно начинал с крика. Просто крик начинался, вот там оскорблял, кричал. А после этого наш интеллигентный Сократ Рачич тихо, спокойно. И это, в принципе, очень качнуло в нашу сторону все. И потом Бруннер часто вот общался именно вот с нами, понимаете. В Нью-Йорке, где принимался как раз вопрос о том, что как вводить, не вводить миротворческие силы. Генассамблея же готовилась, и приехал Шеварднадзе, и был Иосилиани там, и тут... Я помню, прибежал возмущенный Бруннер, Эдвард, это что такое? Он думает, что он это казино, вот, потому что он пришел в такой бабочке кис-кис, Джаба Иосилиани. И, кстати, после выступления Шеварднадзе ни одного хлопка не было в его поддержку вообще, а многие вообще покинули зал. Я почему об этом говорю? Потом было принято решение все дать Абхазии. И пресс-конференцию огромную. Набилось журналистов огромное количество. Ну, как всегда, Владислав, конечно, прекрасно выступил. Посол Германии подходил. Вообще разговор начал даже с Фазиля Искандера. Был удивлен, что мы его знаем. Вот. Потом сказал, я, говорит, понимаю, что абхазцы такой народ, что с полицейскими функциями здесь не может быть никакой миротворческой операции, что Германия, хотя мы не члены Совета Безопасности, но мы имеем большое влияние, и мы будем категорически против этого предложения. Фактически оно не пройдет. Но зато сумели согласовать заявление о вот это четырехстороннее соглашение о возвращении беженцев и перемещенных лиц. Значит, согласовали, но там один пункт никак не получался. Вот пункт 3С назывался. 3С о тех, кому, значит, нельзя возвращаться в Абхазию. Вот этот пункт мы никак не могли согласовать. А представителем был Воронцов. Представитель России Воронцов. Он очень много нам знаков внимания оказывал. Он пригласил нас в российское представительство в Нью-Йорке. Это вот один из столпов российской дипломатии. Вот, я говорю, вот, Юрий Михайлович, я говорю, вот Владислав Григорьевич меня прислал с вариантом вот этого. Посмотрите, пожалуйста. Он посмотрел. Ты знаешь, на мой взгляд, это, говорит, приемлемый вариант. Вот. А мы напрямую с грузинами не общались. А там Шеварднадзе был, Иосилиани был, кого только не было там. Ну, все руководство Грузии тоже там находилось. Вот. И он пошел к ним, и они согласились на этот пункт. А вот заявление не смогли согласовать. В феврале 1994 года Владислав Арзенба и Анри Джиргения составили проект возможных взаимоотношений Абхазии и Грузии. Я повез этот проект в Москву, что два государства строят отношения друг с другом. Ну, так не проходило, потому что ситуация, политическая ситуация была не в нашу пользу. Вот. В России, если так можно сказать, было многовластие.
И вот как мне говорил Юрий Владимирович Скоков, Ельцин подписывает любой документ, главное, кто раньше к нему придет. И вот так получалось, что приходили наши враги, он подписывал какие-то документы против нас. Приходили наши сторонники, он пытался это подписывать. И когда мы привезли, я привез проект нашего видения возможных взаимоотношений с Грузией, он, конечно, не прошел. И тогда я понял, что напрямую мы ничего не решим. 20 февраля 1994 года в Женеве состоялась очередная встреча, и Владислав Гулович был с нашей делегацией, находился там, и он встречался, я присутствовал, вся наша делегация присутствовала на этой встрече, и он там высказал, значит, вот это предложение о возможном создании с Грузией некого, значит, объединенного государства, в котором Абхазия и Грузия были бы равны. И они вели речь о том, что разделение полномочий. Полномочия делить, Владислав Григорьевич открыто сказал, что делить полномочия с центром Тбилиси и какой-то периферии мы не собираемся. А быть на равных где-то, это еще куда ни шло, значит, можно. И было много различных проектов, проекты почти на каждой встрече менялись в течение года, то одно, то другое, то третье. И что самое интересное, что дипломаты, которые принимали участие в переговорах, они не брезговали ничем. Я уже говорил об этом, что мы могли вечером согласовать один текст, а потом опять утром принести неисправленный текст, от которого мы отказывались, надеясь, что мы его не будем читать. Так, кстати, было и с заявлением о мерах по политическому регулированию. Предпоследний день, 3 апреля, принесли опять документ, от которого мы отошли. Но так иначе мы настояли, и в дальнейшем это продолжалось очень много раз. И ездили, на одной встрече был Владислав Григорьевич, мы ему показали, что мы вечером согласовали, а утром нам принесли уже совершенно другое. Надо сказать, что на нас оказывалось очень сильное давление. В первую очередь со стороны западных государств. Нас это не очень волновало, потому что мы понимали, что нам надо добиться согласия с Российской Федерацией. В России тогда не все было просто. Я даже хорошо помню интервью Козырева о свободе. Он давал интервью, когда он заявил, что придет время, когда Ардзенбан на коленях приползет к Шеварднадзе. Даже так в оскорбительной форме это все делали. Мы пытались как-то этому противостоять. И мы тогда вынуждены были согласиться на обсуждение проекта равносубъектного государства или с элементами конфедерации и федерации. Такой какой-то хитрый документ был, который мы обсуждали. А Андрей Джиргения сумел доказать всем присутствовавшим экспертам, что предложение абхазской стороны – это единственное возможное решение проблемы, на которое может пойти Абхазия. В этом состоит его особая заслуга, считает Сократ Джинджолия. Мы знали пределы, на что мы можем идти, так сказать, на что тут домой надо вернуться. Тут вообще, так сказать, народ победителей, вдруг, так сказать, мы сдаем на дипломатическом фронте, сдаем все завоевания. Но это же куда? Значит, Абхазия уже чувствовала себя свободной, независимой. Она была в ужасном состоянии, но свобода, воздух свободы витал, и, так сказать, совершенно другое ощущение было. Этот документ, заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, оно готовилось уже в Москве, готовилось в Министерстве иностранных дел России. Там были такие чисто рамочные дела, это дипломаты русские готовили. Кстати, состав был очень сильный. Во-первых, это был заместитель, а потом первый заместитель министра иностранных дел Борис Николаевич Пастухов, умнейший человек. И 2 посла, 2 дипломата в ранге послов, это Ковалев, бывший директор департамента, правового департамента МИДа Российской Федерации и посол в Уругвае, и Федосов, бывший директор департамента культуры. А в тот период они назывались послами по особым поручениям. В тот период Андрей Джиргения постоянно находился в Москве, возглавлял делегацию Сократ Джинджолия, а все решения принимали при непосредственном участии Владислава Ардзенба.
тексты вот эти основные, значит, вот я с российскими дипломатами готовил. Надо было им показать, что мы согласны, нашим оппонентам, согласны быть в едином государстве с Грузией. Вот это им нужно было, эту мысль нужно было подчеркнуть. Вот. Прямо сказать, кстати, вот предисловие к фактическому тексту, она немножко противоречила. Но я тоже на это не обращал внимания. Вот. Мне надо было заложить вот те пункты, которые я считал необходимыми. Мне надо было подтвердить, что на сегодняшний день единого государства грузинского нет. Есть Грузия до Ингурии, и есть Абхазия. И отношений между ними правовых нет. А раз нет правовых отношений, значит, это два государства, фактически. Просто я говорил о возможных принципах построения государства, в которое будет входить Абхазия. Говоря о возможных принципах, я вроде успокаивал их и говорил, что мы вместе будем. С другой стороны, если мы по этим принципам не договоримся, значит, государства нет. Там речь шла о том, что оба являются субъектами международного права, оба государства имеют свою конституцию, имеют свой флаг, гимн, герб, эти атрибуты государственные. Оба государства имеют свои территории, Абхазия, Абхазию, Грузия, Грузию, на которую распространяется их суверенитет, гражданство имеют отдельное, значит, можно совместно еще делать. Но при этом стороны делегируют для совместного исполнения такие функции, как, например, охрана границ, как международные дела, связь там и прочее. Хотя, значит, имеют свои войска, свои пограничников своих, своя таможня, но координация в этих областях допускается. Для этого создается там координационный совет или какой-то другой орган, и дальше ведутся разговоры. Это для начала переговоров. Ну, грузины согласились. 4 апреля это соглашение было подписано в Москве, я подписывал, в МИДе было. На подписании, кстати, присутствовал генеральный секретарь ООН, в это время был в Москве, в Утрасгале. Мы часто путаем слова федерация, конфедерация. Вот. Федерация – это одно единое государство, а конфедерация – это союзное государство двух независимых государств. Можно быть в конфедерации и одновременно быть независимым государством, субъектом международного права, членом Организации Объединенных Наций. То есть вот здесь вот такая путаница, которую каждый может толковать как хочет. Но нам нужно было, чтобы вот этот документ получил международное признание. Кавсадзе, он никак не мог понять это дело. Это все с Шеварднадзе согласовывалось. А Владислав Григорьевич, при всем при том, хотя вот эти конструкции были, он сомневался. Потому что в итоге, что бы я ни делал, что бы я ни решал, он несет ответственность за этот документ. Хотя там его Сократ Динджоли подписал, он несет ответственность перед народом. Приложением к заявлению по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта стало 4-стороннее соглашение о возвращении беженцев и перемещенных лиц. В 4-стороннем соглашении говорилось речь, что беженцы должны выполнять законодательство Абхазии. Не распространяется право на возвращение на лиц, которые виновны в военных преступлениях, там, принимают участие в вооруженных формированиях. И их заранее информировали. Вот такая процедура была, что нужно было определить список, проинформировать их, заполнить анкеты, и они должны были возвращаться. Такая процедура была в 1994 году. Так по ней началось возвращение. Почему появилась фраза «беженцы и перемещенные лица»? Беженцем считается физическое лицо, которое вынуждено по политическим или военным мотивам жить за пределами своего государства, своей родины. Перемещенные лица – это лица, которые живут в том же государстве, но в других местностях. Нам надо было подписать такие документы, которые будут, ну, если так можно сказать, освящены Организацией Объединенных Наций. Вот. Мы не могли сказать, что мы против возвращения беженцев и перемещенных лиц. И вот здесь тоже нам пришлось хитрить. Они считали так, что вот беженцы – это те, которые в Москве живут, там, или в Греции, или еще где-то. В их понимании вот это беженство. Мы же исходили из другого.
что беженцы они все, а перемещенные вот были у нас тоже из Ачимчирского района в Гагры поехали. Вот для нас они были перемещены. То есть каждый считал, как хочет. Согласно Московскому соглашению от 1994 года, по обе стороны административной границы создавались 12-километровые зоны безопасности. На основании этого документа и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 года были размещены коллективные силы СНГ по поддержанию мира. В протоколе, касающемся сил ООН, обозначили их функции. Они заключались в том, чтобы приложить максимальные усилия для поддержания прекращения огня и обеспечения его соблюдения. Кроме того, их присутствие должно содействовать безопасному возвращению беженцев и перемещенных лиц. При выполнении своей миссии они должны соблюдать местные законы и постановления и не создавать помех для деятельности местной гражданской администрации, отмечалось в документе. Была тогда введена туда миссия военных наблюдателей, но они, в отличие от миротворцев, не имели при себе оружия. Миротворцы были вооружены, у них было стрелковое вооружение, легкая бронетехника, а у тех были просто невооруженные бронеавтомобили, у этих военных наблюдателей. Они должны были действовать под охраной коллективных сил СНГ. Ну и вот эти два соглашения были очень важны, там два. Ну, первое по беженцам, да, которые, естественно, что были беженцы, кстати, не только грузинские беженцы, были абхазские беженцы, армянские, русские, это одно. Второе, конечно, и там была, значит, такая программа поэтапного возвращения беженцев. Первый этап должен был из Гальского района, вот так и произошло. Абхазская страна честно выполнила все свои обязательства в этом отношении. А второй документ был политический, по постконфликтному регулированию между Абхазией и Грузией. Ну, предполагалось что-то типа вот такой вот слабой федерации, либо конфедерации, по сути. Хотя так не назывался это образование. Вот. И что очень важно, что абхазская сторона подчеркивает, вот, что в нее внесен было такое положение о том, что стороны согласились восстановить утраченные государственные правовые отношения. Означает, что на момент подписания этих отношений не было. Это была тоже такая своеобразная победа абхазской дипломатии. После подписания документов в Москве Совет Безопасности принял соответствующую резолюцию, призвав стороны к дальнейшим переговорам. На заседании Совета Безопасности, состоявшемся 8 апреля, его председатель заявил, что Совет считает подписание этих двух документов обнадеживающим событием, закладывающим основу для дальнейшего прогресса в деле урегулирования конфликта. Тем временем на сессии Верховного Совета Абхазии 12-го созыва 26 ноября 1994 года принята Конституция Республики Абхазия. Основной закон страны ознаменовал новый этап в истории абхазской государственности. В этот же день Владислав Ардзинба был избран парламентариями президентом республики. В послевоенный период в условиях экономической блокады Абхазии и необъявленной террористической войны в Галском районе стороны продолжили грузино-абхазские переговоры в Москве, Сухуме, Женеве. Но подготовленный политический документ по урегулированию взаимоотношений при участии министра иностранных дел России Евгения Примакова не был подписан. Политическим событием этого периода стала поездка Владислава Ардзинба в Тбилиси. В мае 1998-го стороны оказались на грани новой войны. Организацией Объединенных Наций была инициирована идея о проведении встреч по укреплению мер доверия в Афинах, в Стамбуле и в Ялте. Подробнее об этом во второй части фильма.